Значение театрального искусства для формирования личности, мировоззрения и нравственных принципов человека велико. Театры Якутии, успешно участвуя во всероссийских и международных фестивалях, радуя своими успехами, мастерством актеров и режиссеров, стали визитной карточкой республики. В начале прошлого столетия европейским театралам сложно было бы представить, что на студеной северной земле с белыми туманами и суровыми морозами возникнет и расцветет самобытное театральное искусство, которое станет известным далеко за пределами своего региона. Богатейшее народное творчество якутского народа исподволь проникнуто театральным мышлением. Это и великолепное мастерство сказителей аланхасутов, чьи развернутые многочасовые эпические полотна по сути представляют собой театр одного актера с перевоплощением его в образы тех или иных персонажей. Это и уникальные ритуалы якутских шаманов, в которых они обращаются к тем или иным божествам и духам, умело репрезентируя их в своих камланиях. Это и разнообразные обряды, песенная, игровая, танцевальная культура якутского народа, отражающие его жизнь, быт и окружающую его действительность. Очевидно, этим объясняется тот факт, что театр в Якутии стал успешно развиваться ранее других видов искусства, что в нем произошла органическая смычка традиционной и профессиональной форм культуры, явившая в конце XX века феномен самобытного театрального искусства Якутии. В настоящее время в республике функционирует несколько профессиональных театров различной жанрово-стилистической направленности, что само по себе примечательно для республики с населением чуть более 1 миллиона человек. Государственный академический русский драматический театр имени Александра Сергеевича Пушкина является старейшим театром республики. Основанный на базе любителей театра и музыки, в 1920 году он сыграл роль материнского древа, от которого впоследствии отсоединились Якутский драматический, а затем и музыкальный театр. В недрах русского театра в Якутии вызревали такие направления профессионального искусства, как опера, балет, эстрадное творчество, инструментальное музицирование и многое другое. Широка география гастролей театра. Он побывал в 80 населенных пунктах и центральных городах России. Саха – академический театр имени Платона Алексеевича Аюнского. Является гордостью и ярким выразителем национального начала в якутском искусстве. Днем рождения Саха академического театра принято считать 17 октября 1925 года, когда якутской национальной труппой Народного театра была поставлена комедия «Злой дух» одного из классиков якутской литературы Николая Неустроева. Саха-театр неоднократно выступал за рубежом, получая восторг и признание зрителей в разных странах мира. Государственный театр оперы и балета Республики Саха-Якутия имени Дмитрия Кононовича Сивцева-Саурона-Амалона – один из ведущих музыкальных театров на северо-востоке России. Он является самым северным оперным театром в мире и наиболее крупным театральным коллективом в республике. В нем работают около 400 специалистов. Художественно руководящий состав, оперная и балетная труппы, оркестр, хор, производственные мастерские, технический и обслуживающий персонал. Свои истоки Государственный театр оперы и балета республики берет в 40-х годах XX века, когда в недрах Национального драматического театра стали образовываться первые формы музыкального театра. Каждый из профессиональных театров Якутии самобытен и своеобразен. Каждый из них имеет свой собственный вектор развития, которые сплетаются в яркий, красочный узор на современной карте театральной России. Якутия по праву носит звание театральной республики, впечатляя интенсивностью сценической жизни, смелостью творческих замыслов, оригинальностью реализации поставленных задач.